Нахи, по нашему мнению, до начала 18 века Нахи, Нахчиматьяне, Нохчи – это один этнический массив, слова синонимы. Были вынуждены отступить горы. Большая часть ушла в горные районы Ичкерии, Аргунского и Галанчорского ущелья. Часть – Асинское, Джейравское ущелье. Основная масса Нахчиматьян, Нохчи отступили в горы и предгорья Ичкерии. Это современный Нажаюртовский, Веденский, Шалинский, Курчалойский и Гудермесский районы Чеченской Республики. Здесь они оставались более 4 веков, вплоть до 18 века. Видимо, именно здесь и произошло складывание ядра чеченского народа Нохчи, а сама эта территория получила название Нохчи-Мох, страна чеченцев. В течение этих 4 веков разные части единого до 13 века этнического массива Нахчиматьяне, Нахи, Нохчи, жили обособленно, разделенные горными массивами, практически не связи друг с другом. В результате появились различия в языке и некоторых обычаях. А уже в 18 веке, когда начался процесс возвращения нахов на равнину, их различные части имели уже свои разные названия. Основная масса нахов нахчиматьян, проживавших на территории Нохчи-Мох, сохранила свое старинное название Нохчи. Та часть нахов, которая ушла в горы Асинского, Джейравского ущелья, стала называться Алай-Ингуши. Третья часть, отступившей горы на стыке Чечни и Грузии, Бацбити, Цуватушины. Огромную роль в возвращении чеченцев на плоскость сыграла борьба русского народа с Золотой Ордой, приведшая в конце концов ее разгрому. Именно это создало со временем условия для возвращения чеченцев на равнину и нового ее освоения. Ну, скажем, по-европейски называют это реконкистой. И, соответственно, развитие у них производительных сил и экономики. Так отмечал Самойлов, в 20-30-х годах 18 века чеченцы перестают быть народом страдательным и униженным, а делаются народом действующим, что выразилось в успешной победе и изгнании своих и иноплеменных феодальных притеснителей. Итак, так следует из выше изложенного, чеченцы – это коренной автохтонный народ, который с глубокой древности, по крайней мере, с 3 тысячелетия до нашей эры, проживал на территории современной Чеченской Республики. В первом тысячелетии до нашей эры нахи, предки чеченцев, играли очень важную роль на Центральном Кавказе. К этому периоду восходит, скорее всего, и развитие нахского этнического самосознания, сознания принадлежности к единому нахскому народу. Процесс становления единого нахского народа был прерван распадом нахского государственного объединения, а позже уже на рубеже 17-18 веков на нахской основе определились уже 2 самостоятельных народа – Нохчи и Алай. И тем не менее, и сегодня сохраняется общенахское самосознание, опирающееся на историческую память об общем происхождении и общей истории. Сохранился, несмотря на образование диалектов, особенно 2 литературных языков, чеченский и немужский. Общий культурный язык осталось неизменным осознание этнополитической общности. В древнеармянских источниках нахи известны как нахчиматьяне. Следовательно, современное самоназвание чеченцев Нохчи своими корнями уходит в древность. Следующая попытка чеченцев создать свою государственность относится к концу 18 века, периоду освободительного движения горцев Северного Кавказа под руководством Шурмы-Алдынского или шейха Мансура. Движение это 1785-1791 годы охватило территорию Чечни, часть Дагестана, Кабарды и левобережья Кубани. На этой территории Мансур пытался создать государственное образование. Был создан высший орган управления, высший совет, куда вошли представители Чечни, Дагестана и Кабарды. Однако закрепить создание этой объединенной горской государственности Мансуру не удалось. Фронт борьбы все время перемещался. Постоянно единой территории не было. Широкими массами еще не овладела единая идеология, как это будет позже, в годы Кавказской войны с возникновением юридизма. Кроме того, Мансура не поддержали широкие народные массы и феодалы Дагестане, Кабарде и даже самой Чечне. Да и российская административная власть на Северном Кавказе еще только создавалась. Протестный потенциал среди горцев был еще слабым. Далеко не таких, как начало Кавказской войны в 1818 году. Почти все ведущие кавказоведы отмечают, что в середине 20-х годов 19 века под руководством Бейбулата Хаймиева была предпринята еще одна весьма серьезная попытка создания государственности чеченцев. В мае 1825 года на Ютубе прошел съезд чеченского народа, на котором была провозглашена
чеченская государственность, были избраны руководители административных единиц чеченских общин, сельских поселений. Главой этого государства и главой народа был объявлен Байбулат Таймиев, духовным лидером, имамом был объявлен Нагома Майтубцевым, Магомед Майтубским. Многие авторы писали, что якобы движение Байбулата Таймиева, это 1825-26 годов, это джихад, газават и так далее. Нет, он не объявлял ни газават, ни джихад, он всего лишь пытался действительно освободить эту территорию и провозгласить здесь объединенное чеченско-кумыкское государство. Как известно, восстание было подавлено, и эта попытка создания чеченской государственности не удалась. Но поскольку мое время истекло, я на этом завершаю. Спасибо за внимание.